В истории нашей страны великим сыном казахского народа является крупный государственный деятель нашей Родины Динмухамед Кунаев. Его жизнь и многогранная деятельность стала символом великой эпохи созидания Казахстана. Динмухамед Ахметович Кунаев родился 12 января 1912 года в городе Алма-Ате. Учился в школе первой ступени номер 19 имени Чернышевского, которая находилась на Алматинской улице. Именно в школьные годы Кунаев решил стать горным инженером. Его вдохновлял образ первого крупного инженера-казаха Мухамеджана Тынышпаева, активного участника строительства Турксиба. В 1936 году он окончил Московский институт цветных металлов и золота. Получив специальность горного инженера, начал трудовую деятельность в тресте «Прибалхаш-строй». Время, в которое ему довелось работать, было сложным и противоречивым. С одной стороны, это массовый народный энтузиазм и всеобщий оптимизм, веру в идеалы и светлое будущее, что позволило создать могущественное государство, обладающее развитым индустриально-аграрным комплексом и большим мировым политическим весом. Но с другой стороны, это эпоха жесткой тоталитарной системы с присущим ей подавлением инакомыслия, репрессий, абсурдных решений. Все это в полной мере нашло отражение и в судьбе Казахстана. Будучи человеком и руководителем своего времени, Кунаев, тем не менее, делал все возможное, чтобы Казахстан занимал одно из первых мест в числе советских республик по социально-экономическому и культурному развитию. В предвоенные годы и начальный период Великой Отечественной войны Кунаев находился на одном из отечественных участков Казахстанского арсенала фронта. Работал заместителем главного инженера комбината «Алтай-Полиметалл», затем директором Ридерского рудника. В этот период Динмухамед Ахметович, возглавляя в Ридере одно из крупнейших предприятий свинцово-цинковой промышленности СССР, обеспечивал боеспособность советской армии. Ведь известно, что в годы войны 9 из 10 пуль, выпущенных по врага, были выплавлены из казахстанского свинца. В апреле 1942 года Кунаев в 30-летнем возрасте был назначен заместителем председателя Совета народных комиссаров Казахстана. На новом посту он курировал работу предприятий цветной металлургии, угольной и нефтяной промышленности, занимался научными разработками. В апреле 1952 года Кунаев был избран академиком и президентом Академии наук Казахстана. Крупный ученый в области горного дела, талантливый и энергичный организатор, он много сделал для развития Академии наук республики. Под его руководством проводились важные мероприятия по улучшению научной деятельности институтов, усилению связи науки с производством. В этом же году Динмухамед Ахметович был избран учеными президентом Академии наук Казахстана. В марте 1955 года Кунаев был утвержден председателем Совета министров республики. В этот период были организованы Министерство цветной металлургии, строительно-монтажных работ, геологии и энергетики. В эти годы первым секретарем ЦК Компартии Казахстана становится Брежнев. Началась целинная эпопея. Целина оказала эпохальное влияние на экономическое развитие Казахстана, изменив не только экономику, но и общую социально-демографическую картину республики. Именно при деятельности Кунаева республика, несмотря на сложные природно-климатические условия, многократно добивалась на постоянной основе ежегодного прироста знаменитого казахстанского миллиарда пудов хлеба. Казахстан в то время представлял собой яркий пример лаборатории дружбы народов. В советской прессе республику называли планетой 100 языков. 19 января 1960 года на пленуме ЦК Динмухамед Кунаев единогласно был избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. 7 декабря 1964 года в Алмате на расширенном пленуме ЦК КПК партийным лидером Казахстана второй раз единогласно был избран Кунаев. В 1986 году состоялся 16-й съезд Компартии Казахстана, последний под руководством главы республики Кунаева. 16 декабря 1986 года состоялся пленум ЦК КПК, проводивший его на заслуженную пенсию. Динмухамед Ахметович был крупным ученым в области горного дела, талантливым организатором, многое сделал для развития Академии наук республики. Под его руководством проведены важнейшие мероприятия по развертыванию деятельности научных учреждений, усилению связи науки с производством, а также по повышению культуры казахского народа. Его труды посвящены важнейшим вопросам теории и практики разработки месторождений открытым способом, актуальным проблемам социалистического строительства.
Динмухамед Кунаев – академик, трижды Герой социалистического труда, награжденный 8 орденами Ленина, член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, депутат Верховного Совета СССР. Он сполна оправдал эти высокие награды, звания, ученые степени, научные регалии и доверие народа, отработал все почести своими устами, титаническим трудом. Самое главное качество руководителя – это умение расположить к себе собеседника. Этим качеством в полной мере обладал Динмухамед Кунаев. Отличительной особенностью его характера было умение ставить себя на место того человека, кто обращался к нему лично. Он был не просто первым лидером республики, но при этом он был духовным наставником народа и молодежи. Особое отношение было у него к деятелям культуры, искусства, науки и литературы. Он проявлял о них постоянную отеческую заботу, остро реагировал на их нужды и запросы. Не раз он поднимал вопросы развития науки и культуры в республике, говорил о необходимости обогащения казахской литературы и искусства лучшими достижениями мировой культуры. Кунаев был целеустремленным, волевым человеком с несгибаемым характером. Поставить перед собой реальную цель и достигнуть ее. Без цели нет человека, говорил он. Динмухамед Ахметович созидал и укреплял республику. Он умел строить красиво, быстро, эффективно и качественно. На его счету тысячи благих дел для республики и народа Казахстана. Своим участием он мог не заставлять, а заинтересовать любого человека на благородное дело – созидание для народа. По воспоминаниям современников, Кунаев был скромен в быту и жизни, и в свободное от работы время любил прогуливаться по улицам и проспектам Алматы. Великий гражданин Казахстана, сумевший остаться в сложные времена честным сыном своего народа. Кунаев умер 22 августа 1993 года на 82-м году жизни. Несомненно, Динмухамед Ахметович прочно занял свое достойное и уважаемое место в истории Казахстана 20 века. В Казахстане много делается для увековечения памяти великого сына казахского народа. Его именем назван Институт горного дела, создан мемориальный дом-музей и благотворительный фонд имени Кунаева. В Астане, Алматы, Таразе, Талдыкургане и Кибастузе его именем названы улицы. Имя Кунаева носит Евразийская юридическая академия. 3 мая 2022 года город Капшагай был переименован в город Кунаев в честь памяти Динмухамеда Кунаева. Наследие Кунаева является национальным достоянием республики. Его имя заслуженно вошло в Золотой фонд истории Казахстана.